Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В России траур по утонувшим в Карелии 14 московским школьникам. Арестованы все, кто имел отношение к отправке детей в поход на каноэ в шторм. Те, кто выжил, пока не знают о гибели товарищей. Мы уже сдались, наши инструктора сказали, уже некуда плыть, мы уже где-то к вечеру нас на остров смоет самих. Ливни вызвали настоящие потопы в Москве и Алма-Ате. Причина одна – разрушение системы ливневых стоков при благоустройстве городов. Из автомобилей самой лучшей плавучестью отличилась электрическая «Тесла». Сам Элон Маск прокомментировал видео из Алма-Аты. Мы это не рекомендуем, но модель S может стать лодкой на короткое время. Операция «Бабочка» в Бишкеке. В Рамадан вся кыргызская полиция занялась облавами на проституток. Рейды проводятся не в первый раз, но после их окончания жриц любви становится только больше. Хотели бы хотя бы вот этот период, да, чуть-чуть очистить. Турецкие пограничники открыли огонь по сирийским беженцам, когда те пытались перейти границу. 11 убитых, среди которых грудные дети. А российская авиация нанесла новые удары по жилым кварталам Алеппо. Этот логотип я придумала сама. Казахская девушка с церебральным параличом ногами вышивает бисером картины. Также она заочно учится в университете в Москве и работает специалистом по персоналу в крупном банке. После выставки я продала половину картин. В Москве и Карелии траур по 14 погибшим на одном из карельских озер московских школьников. Трагедия произошла накануне, когда 12 и 13-летних подростков из летнего лагеря для малообеспеченных детей отправили в поход через Сямь-озеро в шторм на неустойчивых каноэ без спасательных жилетов и без сопровождения опытных инструкторов. Все причастные к трагедии взрослые арестованы. Две лодки были перевернуты 4-бальным штормом неподалеку от группы островов на Сям-озере. 14 подростков утонули после нескольких часов нахождения в ледяных 4-метровых волнах. 12 школьникам удалось выбраться на берег на разных островах, где они в течение многих часов находились без помощи. Сообщила о трагедии одна из выживших девочек, которая долго была без сознания на берегу, а потом дошла до ближайшей деревни. Вожатые инструкторы, которым удалось выплыть, никаких действий по спасению детей не предприняли. Только на следующий день из лагеря на моторной лодке к месту трагедии приплыл сторож. Он и доставал тела утонувших и откачивал выживших. Где-то ориентировочно 8:20 Николай Дмитриевич с Андреем нас послал искать детей по островам. Я пошел по берегу, нашел девочку, в воду залез, вытащил ее, мертвую. Потом прошел еще там 2 или сколько-то заглубин, нашел еще одного ребенка. Не знаю, девочка, мальчик, но я с 2 попыток не мог достать. Там глубина большая, волна, там прибой такой. Ну и потом вот я шел и МЧСники, я им показал, где находятся ребята. И МЧСники нашли еще одного мальчика. Еще одна группа школьников на более устойчивом катамаране была вынесена волнами на один из необитаемых островов, где они также провели ночь. На момент записи нашей программы некоторые из них даже не знали, что произошло с их друзьями. Все было нормально, потом пошел шторм в 4 метра. Нас носило туда-сюда, и мы пытались гребсти час, но мы не сдвинулись с места вообще. У нас 3 весла потерялось. 3 весла даже потеряли, из рук выронили. Мы-то на рафте были, мы спаслись, а есть 2 канойки. Одна канойка спаслась, а вторая сейчас разговаривала, и там что-то с ними случилось. Что с ними случилось? Она что ли перевернулась? Не все рассказали нам И еще. мы не знаем, где сейчас наши друзья, Да. мы очень волнуемся сейчас. Там еще вожатые. Дайте им обогреться. Нас Хотели жарко. Жарко, им обогреваться не надо. На данный момент уже арестованы директор детского лагеря «Парк-отель Сям-озеро», ее заместители, вожатый воспитатель, инструкторы, которые находились вместе с детьми в лодках и бросили их, спасая свои жизни. Событие произвело очень сильное впечатление на всю Россию. Первые лица государства и силовых структур заявляют, что наказаны будут и руководители Республики Карелия, и московские чиновники, которые подписали контракт для детей из малообеспеченных семей со злополучным
8 младенцев. Массовая драка со стрельбой на золоторудной шахте в казахстанском поселке Бестобе. 10 человек ранены. Конфликт произошел между работниками шахты и охранниками, когда горняки отказались предъявлять свои вещи для досмотра. Рабочих этой шахты уже обвиняли в выносе золотоносной руды в личных сумках. Эта золоторудная шахта находится в непосредственной близости от крупнейшего в Казахстане комбината по обогащению урана в городе Степногорск. Во время драки сотрудники охранного агентства применили огнестрельное оружие дробовики. В ответ рабочие начали кидать в охранников камни. Пока неизвестно, кто дал команду стрелять, но на видео выстрелы отчетливо слышны. Милиция сообщает, что первые выстрелы из обрезов прозвучали из толпы. Есть раненые, о задержанных пока ничего не говорится. Милиция первоначально настаивала на том, что стрельба была ночью, но, как вы видите на этих кадрах, все происходит днем. В Кыргызстане в очередной раз начались массовые полицейские облавы на проституток. В столице республики операции по очистке города от жриц любви присвоили кодовое название «Бабочка». Полиция не уверена, что смогут победить проституцию в ходе подобных рейдов и на этот раз. Но, как заявляет милицейское начальство, им хотелось бы хотя бы на период Рамадана нравственно очистить город. Уже несколько дней бишкекская милиция пытается очистить улицы города от работниц древнейшей профессии. Она снимает лицо, убегает. Во время рейда под кодовым названием «Бабочка» правоохранители задержали 134 девушки. По словам милиции, главная задача – очистить город от проституток на время священного месяца Рамазан, да и создать благоприятный имидж во время туристического сезона. Мы хотели бы хотя бы вот этот период, да, чуть-чуть очистить. А тем более тогда разговор был не очистить полностью, а просто убрать с тех мест, где обычно собирается девушка у легкого поведения. Арест Путам проблему не решит, признают сами блюстители порядка. Максимум, что грозит девушкам, небольшой штраф. Наказать строже не могут. Проституция в Кыргызстане декриминализована. Никакого уголовной ответственности не понесут, только единственное, здесь можно оштрафовать или там, как суд решит, или оштрафует, или поддержать их приемник распределителя. Да? Между тем, отдельные представители общественности выступают за легализацию проституции, как в некоторых странах мира. Мол, увеличится налоговое отчисление в государственный бюджет. Но специалисты выступают категорически против подобной инициативы. Некоторые видят в легализации решение многих проблем, в том числе и решение проблем с инфекциями, передаваемыми половым путем. Да? Многие вот прям так видят. Легализация равно полному инфекционному контролю, вообще контролю за инфекцией. Да? ВИЧ-инфекции, другие инфекции, передаваемых половым путем. Но это просто миф. Ужесточение наказания в отношении жриц любви тоже не решит проблему. И здесь очень важно сохранить декриминализацию. На сегодня то, что мы имеем, это не значит плохо. На сегодня декриминализация позволяет нам осуществлять профилактические программы среди данных групп. Следить за здоровьем ночных бабочек задача непростая. Девушки этой группы риска редко добровольно идут на обследование, хотя более половины из них являются носителями инфекционных заболеваний. В 2015 году из 1113 работниц секса у 5 выявлен положительный анализ на ВИЧ. Если результат выходит положительный, то мы работаем так же, как и с другими нашими пациентами. Проводим эпидемиологическое расследование, уточняем контактных, хотя очень, конечно, сложно. Важно не бороться с проституцией, говорят специалисты. Ее искоренить невозможно. Нужно создавать условия для полноценного медицинского контроля работниц секса. Многие девушки идут на панель не от хорошей жизни, а заработать иным способом у них возможности нет. Государство этому уделяет недостаточно внимания. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Российские власти и Интерпол передали таджикским властям 2 арестованных в столице Татарстана Казани соратников мятежного генерала Абдухалима Назарзода, который был убит в сентябре прошлого года при попытке вооруженного переворота в Таджикистане. Сообщается, что экстрадированные – это водитель бывшего заместителя министра обороны Назарзода и его брат. Обоих подозревают в том, что они были активными участниками группировки мятежного генерала, а после его ликвидации прятали его личное оружие и патроны к нему. Позже им удалось скрыться в России, где их почти через год нашел Интерпол по запросу таджикских властей. Далее в программе. Турецкие пограничники открыли огонь по сирийским беженцам, когда те пытались перейти границу. 11 убитых, среди которых грудные дети. А российская авиация нанесла новые удары по жилым кварталам Алеппо.
Ливни вызвали настоящие потопы в Москве и Алма-Ате. Причина одна – разрушение системы ливневых стоков при благоустройстве городов. Из автомобилей самой лучшей плавучестью отличилась электрическая Тесла. Сам Элон Маск прокомментировал видео из Алма-Аты. Мы это не рекомендуем, но модель S может стать лодкой на короткое время. Этот логотип я придумала сама. Казахская девушка с церебральным параличом ногами вышивает бисером картины. Также она заочно учится в университете в Москве и работает специалистом по персоналу в крупном банке. После выставки я продала половину. Турецкие пограничники снова открыли огонь по толпе беженцев из соседней Сирии, когда те пытались нелегально прорваться на территорию Турции. 11 беженцев были убиты. Число раненых неизвестно, об этом сообщает агентство Рейтер. Вы видите кадры Рейтер, на которых жертвы стрельбы на границе. Среди убитых грудные дети и подростки. С момента подписания соглашения о беженцах с Европейским Союзом турки уже неоднократно открывали огонь по спасающимся от войны сирийцам. За последние несколько месяцев на границе было убито уже несколько десятков человек. А неподалеку от границы с Турцией, в сирийском Алеппо, самолеты ВВС России, или как еще называют, военно-космических сил, нанесли ряд новых мощных ударов по городским кварталам. Под удары попали не только позиции исламистов и сирийских умеренных оппозиционеров, но и жилые дома. Тем временем внутри самого Алеппо возобновились ожесточенные бои всех со всеми – умеренных оппозиционеров, джихадистов и войск правительства Асада. Вы видите удар военно-космических сил России по одному из городских кварталов. А это последствия этого авиаудара. Опять среди раненых маленькие дети. Есть дети и среди погибших под руинами. Спасатели-добровольцы, правда, утверждают, что дети выживают под завалами гораздо чаще, чем взрослые. С самого утра военные самолеты бомбят окрестности. До сих пор есть люди, которые находятся под завалами. Много детей, но некоторых, слава богу, нам удалось извлечь. Между тем, в Ливане, в лагерях для беженцев, где находится почти 1 миллион человек, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Беженцы голодают, в лагерях распространяются инфекционные болезни, многие пытаются оттуда убежать. Наш корреспондент Шахида Якуб побывала в Ливане. Беженцы рассказали ей, что по сравнению с тем, что происходит в Сирии, даже жизнь в ужасающих условиях лагеря кажется им счастливой. 17-летний молодой человек, который несколько месяцев назад покинул осажденный город, это Восточный Гута, сказал приблизительно так: я, говорит, не знаю, чего я боюсь больше, бомбежек или голода. Потом подумал, говорит, наверное, голода, потому что от бомбежек сразу умрешь, а вот от голода умираешь постепенно. И он сказал о том, что в течение нескольких дней они просто могли ходить и ничего не есть. Блокада ведется правительственными войсками. В то время, когда еще можно было выезжать и въезжать, это приблизительно 2 года назад, стояли блокпосты, если кто-то контрабандным путем пытался завести в эти районы еду, а солдаты еду выбрасывали прямо на дорогу, и в город невозможно было ее везти. А дети, с которыми я разговаривала, которые прошли эту блокаду, говорят, что во временами они просто замачивали листья деревьев в течение 1 или 2 дней, а когда они не отмокали до конца, просто жарили их и ели. Это было самое страшное, что я могла услышать от ребенка, потому что мне рассказали, когда вообще нечего было есть, им приходилось делать лепешки из сухого помета животных, проветривать их 2 дня. Ну и ребенок же говорит, ну знаете, а запах-то все равно остается. На Украине в ходе реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве стали продавать квартиры за коммунальные долги. Первой с молотка пустили 2-комнатную квартиру в Луцке, в которой проживали бабушка и ее внук-инвалид. Они задолжали 43 тысячи гривен, это $1600. За последний год квартплата и коммунальные услуги в стране выросли вдвое. С июля грядет новое подорожание. Обычная 9-этажка. Таких в Луцке сотни. Здесь в одной из квартир заканчивают собирать вещи, чтобы выехать по решению суда 27-летний Александр и его бабушка. Саша осиротел в 14, через год после того, как его мать вышла из тюрьмы. С тех пор они жили с бабушкой на ее пенсию. Сам Александр, по его признанию, работу найти не мог. С бабці вираховувати там 20% с пенсии. Да, ежемесячно мы выплачивали за коммуналку примерно 20% из бабушкиной пенсии. На все остальное жили.
Но после подорожания тарифов суммы в платежках стали для Александра с бабушкой неподъемными. Я вот визу оформляю. Хотел поехать в Польшу, заработать денег и погасить долги. Об этом я говорил и приставам, и ЖЭКу, но на мои слова они не реагировали. Суд постановил в счет долгов продать квартиру. На аукционе максимальная ставка была $16 тысяч. После взыскания долга, налогов и судебных издержек семья получит примерно 13. По мнению риэлторов, этого не хватит даже на захудалую однушку. В мэрии все понимают. Говорят, людей выселять не хотели, но продажа квартиры — это крайняя мера. Мы не хотим допускать этого, потому объясняем людям, что они обязаны погасить долг. А что делать? Украинцы соглашаются, что бороться с должниками надо, но жалуются, суммы за коммуналку слишком велики, а качество услуг низкое. У нас 5 человек прописано. Раньше мы в 500 гривен вписывались, а сейчас больше 1000, и это не предел. Надо понижать тарифы. За что столько им платить? Мне не хватает денег, чтобы платить. Я получаю пенсию, муж ничего не получает. Вот и чем платить? Согласно законодательству, остаться без крова над головой можно, задолжав за коммуналку 13 тысяч гривен, чуть больше $500. Описані квартири є і буде проведена реалізація, якщо вони не погасять. Мы описываем имущество, и если долги не погасят, будем реализовывать его через онлайн-аукцион, где каждый может зайти на сайт и принять участие в торгах, чтобы приобрести имущество. Александру и его бабушке новый владелец квартиры разрешил еще не выезжать до завершения бюрократических процедур. Однако прецедент создан. Первая квартира неплательщиков ушла с молотка. И это при том, что с 1 июля тарифы на жилье вырастут от 30 до 200% в зависимости от услуг. А украинцы уже задолжали коммунальщикам больше $1 миллиарда. Дмитрий Лентьюк, Украина. Настоящее время. В Москве и Алма-Ате почти синхронно произошло затопление центральных улиц этих мегаполисов после ливней. Природные эти явления никак между собой не связаны, однако у них есть одна общая причина. Во время благоустройства обоих городов были разрушены системы ливневых стоков, и даже при относительно небольшом дожде улицы превращаются в полноводные реки. Это кадры из самого центра Москвы, с проспекта Мира. Их опубликовал известный российский оппозиционер Алексей Навальный. В комментариях пользователи российского интернета сравнивают волны, накатывающие на недавно отремонтированные тротуары, с морским прибоем. А это уже Алма-Ата и последствия недавнего ливня. Так же, как и в Москве, под водой станции метро, лестницы которых, по словам горожан, напоминали водопады, и центральные магистрали города, в том числе и правительственная трасса, проспект Аль-Фараби. Вы видите, что некоторые машины просто плывут вдоль одного из главных проспектов южной казахстанской столицы. Ливень в Алма-Ате неожиданно сослужил добрую службу миллиардеру Илону Маску, генеральному директору Tesla Motors. Один из казахстанских владельцев электромобиля Tesla опубликовал видео, на котором его машина успешно преодолевает затопленный алматинский тоннель. Довольный хозяин Теслы похвастался, что поскольку у машины нет двигателя, карбюратора, радиатора и воздухозаборника, у Теслы больше преимуществ, и она плавает лучше, чем все остальные машины. Именно эти кадры увидел Илон Маск. Его детище, залитое по капот, уверенно двигается в потоке воды, а водитель иронично комментирует происходящее. Эти кадры мгновенно подхватили мировые СМИ. А вот что сказал сам Маск в своем твиттере. Мы это не рекомендуем, но модель S может стать лодкой на короткое время. Алматинка Динара Шарипова вышивает картины бисером ногами. У нее с детства диагноз ДЦП и недееспособные руки. Но это не мешает девушке давать персональные выставки, сниматься в кино, учиться в зарубежном университете и консультировать крупный банк по подбору кадров. Об одаренной девушке расскажет наш корреспондент Дмитрий Беляков. Этот логотип я придумала сама. Что на нем делать? Ноги, иголка с ниткой и цветочек на ноге. Фирменный знак алматинской мастерицы Динары Шариповой не спутаешь ни с каким другим. У Дины сложный диагноз – ДЦП и недееспособные руки. Но уже 13 лет она вышивает свои работы из бисера ногами. Мастер выбирает понравившиеся рисунки в интернете. Потом мама обводит их карандашом, и Дина приступает к работе. Женские образы, цветы и птицы. Каждая картина занимает у рукодельницы около 1,5 месяцев. Шьет Дина не на продажу. Однако недавно она попробовала выставить свои работы в одном из алматинских музеев. И они имели большой успех. После выставки я продала половину картин, чтобы маме
подарки сделать. Золотую цепочку. Получилось? Да, продать получилось. Теперь мастерица восстанавливает проданные картины. Вскоре они должны будут участвовать в съемках фильма «Девушка и море», где Динара играет главную роль. Я придумала одну историю про девушку с инвалидностью. И они уже начали действовать. Ну, написали сценарий. А эта история придуманная или Да, настоящая? Нет, про меня это. Фильм снимает режиссер Азиз Заиров при поддержке Алматинской ассоциации родителей детей-инвалидов. Финальная часть ленты уже отснята в Турции на деньги меценатов. Пока съемочная команда ищет спонсоров для завершения проекта, Динара трудится в одном из казахстанских коммерческих банков. Уже почти 2 года она работает на дому специалистом департамента по подбору персонала. Дополнительный заработок для Дины очень важен, ведь ежемесячное пособие составляет немногим более $100 США в месяц. Мне приходят заявки, я по ним публикую вакансии. И ищу резюме дополнительно. Планирует дальнейшую жизнь Динара очень вдумчиво и серьезно. В первую очередь высшее образование. Мастерица дистанционно обучается на последнем курсе в одном из московских вузов. Потом завершение фильма. Ну и, конечно, вышивка. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Кыргызские девушки в свадебных платьях прошли по улицам Бишкека. В столице Кыргызстана впервые состоялся парад невест. Подробности в репортаже «Рейтер». Десятки девушек в пышных свадебных платьях с укладкой и ярким макияжем продефилировали по улицам Бишкека. В столице Киргизии прошел первый в стране парад невест. Для кого-то он стал поводом достать из шкафа давно забытый подвенечный наряд, а для кого-то лишь пофантазировать о будущей церемонии. Некоторые участницы еще не встретили своих женихов и менять семейный статус пока не собираются. На самом деле я замуж особо не тороплюсь, но само примерить это свадебное платье, это очень интересно, это здорово. После фотосессии в городе все участницы парада были приглашены на выставку Wedding Event Expo, где могли также выбрать свадебный торт и украшения для церемонии бракосочетания, рассказывает организатор. Парад невест, проходит впервые в Кыргызстане, и он проходит в рамках 4-й выставки Wedding Event Expo. Когда-то давно, 4 года назад, мы очень хотели дать толчок в развитии свадебной индустрии и придумали такое событие, как Wedding Expo, которое очень хорошо двинуло вперед свадьбы. Организаторы надеются, что отныне парад невест станет ежегодным событием. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.